Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, мы с вами завершили первую часть наших лекций. Это именно уроки зикра, уроки поминания Всевышнего Аллаха. И сегодня, иншаллах, перейдем к второй части наших лекций. Это дуа. Дуа. То есть мы начинали с уроков зикра. Мы с вами говорили о важности зикра, о достоинствах зикра перед другими видами поклонения. Мы с вами говорили, какие пользы приносит поминание Всевышнего Аллаха мусульманину, в жизни его мусульманина, в его жизни. Мы с вами разбирали некоторые виды зикров, пусть это будет чтение Корана, потому что это тоже зикр, наилучший вид зикра. Мы с вами говорили про достоинство аятов, то есть одних аятов перед другими аятами. Мы с вами говорили, что несмотря на то, что каждая буква, каждый аят — это слово Всевышнего, это священные слова, но даже аяты, они могут превосходить одни аяты, иметь какие-то превосходства, достоинства перед другими аятами. Также мы с вами несколько лекций посвятили вот этим великим словам. 4 слова, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, которые являются наилучшими словами после слов Аллаха Корана, то есть «Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху, Аллаху акбар» и «Ва ля хауля ва ля куввата илля биллях», хаукаля. То есть мы несколько лекций говорили про хаукаля, ля хауля ва ля куввата илля биллях. И как раз тема прошлой лекции, мы с вами говорили о значении слов «ля хауля ва ля куввата илля биллях». Мы с вами говорили, что на русском языке в книгах переводится как «просто нет силы и мощи, кроме как у Аллаха». Да, но на самом деле, что такое хауль, что такое куа, да, и что означает вот эти величайшие слова, когда мы признаем, что ничто не может измениться, ничто не может изменить свою сущность, свое положение, свое место, кроме как только по воле Всевышнего Аллаха, да, и что вся мощь, вся сила в руках Всевышнего Аллаха, и ничто не может измениться. Ни один не мусульманин не может стать мусульманином, ни один неверующий не может стать верующим, кроме как по воле Аллаха. Человек не может перейти со состояния болезни в состояние здравия, то есть шифа только в руках Аллаха, а состояние слабости в состоянии силы, могущества, то есть все в руках Всевышнего Аллаха, и это касается абсолютно всех его созданий. Абсолютно всех его созданий. Поэтому все вот эти движения, которые происходят в мире, на земле, на небесах, все, что меняется, изменяется, все это только под властью Всевышнего Аллаха. Поэтому человек, который понимает смысл вот этих слов «ля хауля ва ля куввата илля биллях», что все во власти Аллаха, что только по воле Аллаха происходят вот эти телодвижения, перемены, то есть человек начинает поклоняться только единому Аллаху и просить только Его помощи. Поэтому «Маша Аллаху кан, ва ма лям яша лям якун», что Аллах пожелал, то будет, что чего Аллах не пожелает, того никогда не будет. Поэтому мы с вами разбирали хаукаля. И сегодня начнем мы с вами говорить об одном из величайших видов поклонения – это дуа. Это дуа в переводе означает взывание к Аллаху, дуа, яд'у, да'а, то есть когда человек зовет
Аллаха на помощь. Да? Поэтому мы говорим ад-дa'ва, то есть это все однокоренные слова, да'я, то есть даже когда мы призываем кого-то к чему-то, к исламу, к какому-то благому делу, это тоже да'ва, да? То есть мы призываем его. А когда мы зовем Аллаха, значит, нам нужна его помощь, мы признаем, что только он может нам помочь, поэтому мы взываем к нему, поэтому, ну, можно по-разному называть, уроки дуа, уроки, ну, больше не молитвы, а мольбы, наверное, да, мольбы, когда мы его молим о помощи. Вот, поэтому, иншаллах, поговорим, может быть, сколько там, 15, 20 уроков об этом поклонении. И мы начнем, конечно же, о достоинствах этого великого поклонения, о том месте, о том положении, которое занимает это поклонение в исламе, в имане человека, в жизни человека. Да? Также мы с вами поговорим о тех условиях, которые обязательны для того, чтобы Аллах принимал у нас дуа. Потому что каждый человек, который сделал намерение совершить намаз, он должен прекрасно понимать, что без, например, тахарата просто его намаз не будет приниматься. Сколько бы он ни совершал намаз, если он не будет выполнять обязательные условия намаза, а мы знаем, что есть внешние условия намаза, есть внутренние условия намаза, эти фарзы, да, то это поклонение просто не будет иметь никакой ценности, Аллах просто не будет принимать это поклонение. Поэтому если человек, зная, что тахарат обязателен, если он будет совершать намаз, это будет насмехательством над намазом, и человек берет на себя огромный грех. Если человек, понимая, что направление в сторону кибла это обязательно, он не будет направляться, это намаз не будет иметь никакой ценности. Или же он не будет выполнять фарзы намаза, потому что каждый намаз состоит из ракаатов, есть киямы, когда человек должен стоять, есть рукух, есть суджуды, так ведь? То есть это все обязательно. И вот здесь то же самое. Этот вид поклонения, он имеет свои условия. То есть мы должны обязательно соблюдать эти условия, тогда только у нас будет шанс, скажем, возможно, что Аллах Тааля примет. И есть еще те моменты, те дела, которые встанут преградой между тем, кто взывает, и тем, кому взывают. Да? То есть между рабом и Создателем. То есть есть вещи, которые встают преградой. То есть пока эту преграду, этот забор не уберешь, сколько бы ты ни взывал к нему, Аллах не будет принимать твои дуа. Поэтому есть условия обязательные, которые мы должны выполнять, только тогда Аллах будет принимать у нас дуа. А есть еще вот эти преграды, которые лишают нас ответов за нашей мольбы. Поэтому мы должны убирать эти преграды. Об этом, иншаллах, мы с вами поговорим. А есть еще правила, адаб, этикет дуа, соблюдая вот этот адаб, вот эти правила, конечно же, шансов у нас, возможностей у нас будет больше, что Аллах примет наши дуа, иншаллах. Поэтому этим самым мы будем совершенствовать свой дуа. То есть, ну, как, например, это общий адаб, когда мы хотим что-то у Аллаха попросить, то поднимать руки. Так ведь? Это общий адаб. Поэтому мы понимаем, что это не обязательно. Можно просто так просить. Да? И, например, там кто-то едет за рулем, да? А он захотел попросить у Аллаха что-либо. Да? Там он едет куда-то, например, решать какой-то вопрос. И он захотел попросить у Аллаха что-то. Это не значит, что он сейчас должен отпустить руль и просить. Нет, обязательно он должен держать руль, потому что это безопасность. Но в то же время он должен понимать, что это и не обязательно, но если есть у человека возможность поднять руки, просить,
то пророк, саллаллаху алейхи, призывал к этому. И от этого, что у нас шансов будет больше, надежды будет больше, что Аллах Тааля примет наши дуа. Также мы, иншаллах, поговорим о различиях между нашими дуа, когда мы обращаемся к Аллаху просто своими словами. Да? Вот тебе надо что-то попросить, и ты просишь у Аллаха, ты сам придумаешь предложение, ты там сам подбираешь слова. Но есть дуа, посредством которых обращался к Аллаху посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И, несомненно, те дуа, которые использовал наш пророк, алейхиссаляту вассалям, они являются самыми лучшими, самыми совершенными и самыми содержательными. Тем более у нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была особенность перед другими пророками. У него было что? У него был джавамиуль калим. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сказал следующие слова: «Уллимту би джавамиуль калим». То есть Аллах научил меня джавамиуль калим, то есть избранным словам. То есть посланник Аллаха по природе, по своему, скажем, как обыкновению, да, он говорил кратко. Но его короткие слова содержали огромное значение. То есть то, о чем он говорил, это были сливки. Это не было молоко. Мы, люди, можем много говорить, там, потом исправлять свои, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил мало. То есть за 23 года он должен был оставить величайшие слова, которые будут воспитывать человечество до судного дня. Поэтому на молоко у него времени не было. То, что он говорил, только были сливки. И, альхамдулилля, мы с вами знаем, что ученые, разъясняя, делая шарх его словам, они пишут огромные книги, да? То есть они, разъясняя один хадис, могут написать целые книги, потому что это был пророк. И то же самое касается его дуа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда обращался к Аллаху, он использовал, может быть, короткие слова сравнительно, но эти короткие слова несли в себе огромные значения, огромные ценность. Поэтому мы с вами будем говорить, в чем различие между нашими дуа, которые мы просто своими словами обращаемся к Аллаху, и теми дуа, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Иншаллах, поговорим о некоторых заблуждениях, скажем, людей в общем, то есть всех людей, и мусульманской уммы в частности, потому что дуа, к сожалению, это та площадка, тот майдан, скажем, да, где мы находим, может быть, наибольшее количество заблуждений, наибольшее количество ошибок и даже ширка. Потому что есть ученые, которые говорят, пишут, что наибольшая дверь ширка – это именно дуа. Именно дуа. И поэтому, к сожалению, в умме очень много, огромное количество примеров, когда умма заблуждается именно в вопросах дуа. Когда они предают единственному Создателю кого-то в сотоварищи. То есть они делают ширк, погружаются в этот страшный грех, который выводит человека, может вывести человека за рамки, если это будет большой ширк, да? Поэтому об этом тоже нужно поговорить. Поэтому, когда мы читаем аяты, которые предостерегают нас от ширка, во многих аятах именно говорится про что? Про этот вид поклонения, то есть про дуа.
На самом деле человечество, оно всегда, вот шайтан заблуждал человечество через эту дверь, дверь дуа, когда люди начали искать для себя иных божеств и начали что? Просить у них что-то, вместо того, чтобы просить только у единого Всевышнего Аллаха. Также, иншаллах, будем говорить про то, у кого принимается дуа. То есть мы с вами часто и читаем эти хадисы, и слышим в разных хутбах, вагазах, лекциях, что, например, мольба родителей за детей, да, и в чем же все-таки мудрость этого, почему Аллах принимает мольбу родителей за своих детей, да, или против своих детей, об этом поговорим. Мольба принужденного, например, обиженного, униженного, даватуль мазлюм, да, почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям всегда предостерегал своих сподвижников, когда отправлял их куда-то, в разные страны, к разным народам, к разным племенам, чтобы они всегда остерегались мольбы кого? Обиженного. Обиженного. Потому что он сказал, нет преграды между мольбой, между Аллахом и мольбой обиженного. Поэтому, несмотря на положение обиженного, может быть, он даже не мусульманин, да? Может быть, он намного хуже тебя перед Аллахом, да? Но если ты его обидишь, и если он будет взывать к Аллаху, Аллах примет его мольбу. Поэтому поговорим о тех, у кого мольба, несомненно, принимается. И вот другие, иншаллах, я надеюсь, полезные для всех моменты, которые касаются именно этого вида поклонения, дуа. Давайте сегодня, иншаллах, приведем аяты. Давайте поговорим сегодня о Коране, то есть именно вспомним аяты, которые указывают на величие этого вида поклонения, именно дуа. Если читать книгу Всевышнего Аллаха, то мы находим в ней огромное количество аятов, где Всевышний говорит нам о достоинствах этого вида поклонения. О достоинствах этого вида поклонения. И мы видим, как Всевышний в каких-то аятах разъясняет нам достоинство, величие этого вида поклонения. Есть аяты, в которых Аллах призывает нас, чтобы мы больше и больше взывали к Нему. Поэтому есть аяты, которые призывают нас, чтобы мы больше взывали к Аллаху. Есть аяты, где Всевышний предупреждает нас, предостерегает людей, чтобы они не забывали взывать к Аллаху, чтобы они не оставляли этот вид поклонения. Есть аяты, где Всевышний рассказывает о дурных последствиях тех людей, которые оставили этот вид поклонения. То есть они перестали взывать к Всевышнему Аллаху. Есть аяты, где Всевышний рассказывает нам о великих наградах, аль-аджр ва-thawab, которые Он обещал тем, кто будут взывать к Аллаху Всевышнему. И есть аяты, где Всевышний расхваливает тех верующих, которые часто взывают к Аллаху. И поэтому Всевышний Аллах в своей книге с разных ракурсов раскрывает нам ценности и великое положение этого поклонения, именно дуа. И вот давайте мы возьмем в руки мусхаф, то есть ту книгу, которая несет нам слова Всевышнего Аллаха, и откроем первую страницу. Да, мы знаем, что Коран, он был ниспослан не в том порядке, который мы находим
в мусхафах. Так ведь? То есть, когда мы открываем мусхаф, мы видим какую суру? Суру Фатиха, открывающую книгу. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что сура Фатиха, первые аяты, это не те аяты, которым началось ниспосылание. Так ведь вахай? Потому что мы знаем, что первым были ниспосланы 5 аятов суратуль Аля. И в завершении мы находим, если суры Ихлас, Фаляк, Нас, то мы прекрасно знаем, что это не были самые последние суры и аяты, которые Аллах ниспослал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Но мы с вами знаем, что вот этот порядок, который мы сегодня с вами имеем, это тот порядок, который установил Всевышний Аллах. То есть получается, Джибриль, алейхиссалям, когда спускался к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с определенными аятами и сурами, он разъяснял ему и порядок, что вот сура Фатиха это первая сура, потом идет суратуль Бакара и так далее, и завершается книга Всевышнего Аллаха, там Ихлас, Фаляк, Насами. Поэтому это порядок тоже от Аллаха. Это не сподвижники придумали, когда собирали Коран. Поэтому давайте мы с вами откроем книгу Аллаха. Самая первая сура, суратуль Фатиха. Ученые говорят, ну, сейчас, если мы начнем говорить про суру Фатиха, у нас урок пройдет, так ведь? То есть сура Фатиха это самая величайшая сура, про которую мы всегда должны говорить. Эту суру мы должны изучать, знать, понимать каждый аят, и мы обязаны в каждом ракаате читать эту суру, так ведь? Вот. Так вот, сура Фатиха, ученые говорят, что это есть шаблон самой идеальной мольбы, дуа. Об этом еще мы будем говорить, иншаллах, в дальнейшем. Но Аллах пожелал, чтобы его книга началась чем? Мольбой. Сура Фатиха. Если взять первые аяты, Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Малики, Яумиддин, Ияка набуду ва ияка настаин, это как раз начало мольбы, когда мы собираемся взывать к Аллаху. И каждая мольба, она должна начинаться дуа именно словами восхваления Всевышнего Аллаха. Об этом мы еще поговорим. Поэтому и имам, когда делает дуа, и мы с вами должны научить себя не сразу сел и начал просить, да? А мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха. Поэтому мы, когда приходим к какому-нибудь предводителю, там, царю, да, всегда принято сначала отдать почести, поздороваться, поприветствовать. И поэтому дуа, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал, что один из подвижников начал просить у Аллаха и забыл восхвалить Всевышнего Аллаха и воздать салават за его пророка, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Он сказал, он поторопился. Поторопился, ашыкты. И когда сподвижники спросили, а где он, в чем он поторопился, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он начал взывать к Аллаху без слов восхваления Всевышнего Аллаха и без того, чтобы воздать салават, молитву за его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сура Фатиха как раз начинается с чего? Слов восхваления Аллаха. Слов того, что мы признаем, что Он Господь. Поэтому, когда мы начинаем просить у Аллаха, мы должны признать, что мы Его рабы, а Он наш Господь. Поэтому мы у Него просим. Как один из подвижников говорил, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда услышал эти слова, он сказал, это, говорит, дуа мустаджаб. То, что, говорит, он начал вот так, это, говорит, его дуа, несомненно, примется. И он говорил, Аллахумма инни ас'алюк би анни шахидду аннака анталлах. О Аллах, воистину я прошу у Тебя с тем, что я засвидетельствовал, что Ты Аллах. То есть о Аллах, я прошу у Тебя, потому что Ты Аллах. Аллади лам ялид ва лам юлад. И он продолжил. Тот, который не родил и не был рожден, валям якулляху куфуан ахад, и никто никогда не был ему равным ни один. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям услышал эти слова, он сказал,
вот его дуа теперь, она мустаджаб, несомненно, получит ответ. Потому что он обратился к Аллаху именно вот в наилучшем виде. И вот сура Фатиха. И вот мы доходим уже до аята, где мы конкретно взываем к Аллаху и говорим «Ихдина сират аль-мустаким». То есть мы просим у Аллаха пути истины, чтобы Аллах наставил нас на путь истины. Мы просим у Аллаха, чтобы Аллах, кто-то может сказать, так мы же на пути истины. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, не оставляй нас на руки наших нафсов даже на мгновение». То есть турфату айн, он говорил, на мгновение ока. Вот так моргнул, вот даже на этот период, секунду, если Аллах оставит нас от своей милости, от своего наставления, шайтан сразу введет нас в заблуждение. Нафс сразу заблудится. Поэтому мы не можем сказать, так мы же и так на пути истины. Мы на пути истины, потому что каждую секунду, каждое мгновение Аллах ведет нас, наши сердца по пути истины. Поэтому все мы говорим «Ихдина сират аль-мустаким». Веди нас по пути истины. И мы просим у Аллаха, чтобы Аллах защитил нас от пути тех, кого Он ввел в заблуждение. И кто оказался под Его гневом. «Гайриль магдуби алейхим валя-дуали». То есть вот первая страница Корана, получается, это что? Это дуа. Это дуа. И это дуа наилучший вид дуа. То есть это то, в чем мы нуждаемся больше, чем нуждаемся в воздухе. То есть вот мы же здесь не воздух просим у Аллаха, да? Потому что наставление, путь истины, в этом мы нуждаемся больше, чем нуждаемся в чем-либо ином. То есть и здоровье нужно, и еда нужна, и вода нужна. Без этого никак. И солнце, но мы не солнце просим. На первой странице Корана мы просим, чтобы Аллах ввел нас по пути истины. Это то, в чем мы нуждаемся больше, чем нуждаемся в воздухе, в воде и так далее, и так далее. Вот это как раз доказывает нам то, что дуа на самом деле занимает великое место в исламе. И вот Аллах начал Коран, открыл Коран именно дуа. Давайте переходим на последнюю страницу Корана. Суратуль Фаляк – это дуа. Суратуль Нас – люди, сура люди, полностью состоит из дуа. Куль ауду би раббин нас, маликин нас, иляхин нас. Скажи, я прибегаю, то есть я ищу защиты, я прошу защиты. Это дуа. Это есть дуа. Я прошу защиты у кого? Би раббин нас. У Господа людей. Маликин нас. У властелина, у царя людей. Иляхин нас. У единственного, достойного, истинного божества людей. От чего? Мин шарриль васвасиль ханнас. То есть от зла Иблиса. От зла ханнеса, который всегда в засаде и только ждет, чтобы мы споткнулись, чтобы мы расслабились, и он вводит нас в заблуждение. Который наущает в сердцах людей. То есть это дуа. Мы просим у Аллаха защиты от наущения шайтана, от наущения Иблиса. Вот поэтому, дорогие братья, на самом деле, вот это есть пример дуа. Коран мы открываем. Аллах захотел, чтобы Коран, он начался именно с дуа, и Коран завершается дуа. И то, что вот начало с дуа и завершение Корана, это дуа, это доказывает, несомненно, это доказывает то, что дуа, вот это взывание раба к Создателю, взывание слабого, беззащитного, нуждающегося в нем, в его защите, в его наставлении, в его милости раба к могущему, милостивому
Создателю, да, вот это обращение, это есть великий вид поклонения, и не только, это не только поклонение, как пророк ﷺ говорил, это есть рухуль айбада, это есть душа поклонения, это есть люббуль айбада, то есть это есть стержень дуа. Вот говорят же, в каждой вещи нужна основа, нужна стержень. Вот это стержень поклонения, это есть дуа. Ну, об этом, иншаллах, мы поговорим на следующей лекции. Как раз мы будем говорить о тех достоинствах дуа, которые мы находим в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот в некоторых аятах Аллах назвал дуа поклонением. Дуа поклонением. Как, например, сура Гафир, прощающий. 60-й аят. Всевышний говорит: «Вакаля раббукум». Этот аят, ну, мы с вами очень часто будем приводить. Потому что на самом деле этот аят, сура Гафир, прощающий, Гафир, аят 60-й, запомните. Машаллах, этот аят указывает на самом деле великое значение дуа, ценность дуа. Аллах сказал: «Вакаля раббукум». И вот сказал ваш Господь: «Уд'уни». Взывайте ко мне, зовите меня, зовите меня. То есть Создатель обращается к своим рабам. Рабы мои, зовите меня. Вот мы же иногда, валилляхи аль-масалюль а'ля, да, вот иногда мы, например, детей отправляем куда-то, да, там в огород идите, во двор, или там улым сделай там то-то, то-то, то-то. Если что, зови меня. Да? То есть это милость отца, не знаю, дедушки, бабушки, матери по отношению к своему сыну, к дочери, к внучке, так ведь внуку, да? Но милость Аллаха по отношению к его рабам невозможно сравнить милостью родителей по отношению к детям. Потому что любая милость, любое милосердие, которую мы имеем, это то, что Аллах нам дал. Это то, что Аллах нам дал. Поэтому только по милости Аллаха, пророк ﷺ сказал, лошадь поднимает копыта, чтобы не наступить, чтобы не наступить на свое дитя. Это милость Аллаха. Поэтому об этом, иншаллах, мы еще поговорим о милости Аллаха. Вот. Поэтому Аллах сказал: «Вакаля раббукум». И сказал ваш Господь: «Уд'уни», зовите меня, взывайте ко мне. «Инналлазина ястакбируна ан ибадати». И воистину те, которые ястакбирун, возгордились. Кибр, высокомерие, надменность. Воистину те, которые возгордились ан ибадати, от поклонения мне. То есть Аллах говорит про дуа. Дуа называет поклонением. «Саядхулуна джаханнама дахирин». Они скоро войдут в ад дахирин, будучи униженными. То есть за то, что они, Аллах сначала сказал: «Взывайте ко мне», но те, которые возгордились, они подумали, что они не нуждаются в этом. Они подумали, что они не нуждаются в этом. Они войдут в ад униженными. Вот есть люди, которые думают, что они не нуждаются в людях. Но есть люди, которые думают, что они не нуждаются в Аллахе. Вот это самые глупые, самые горделивые, самые, ахмаклар. Вот я помню один такой случай, пусть Аллах даст наставление этому молодому человеку, когда мать позвонила мне и говорит: у меня, говорит, улым, говорит, вот очень тяжело с ним, вот поговори с ним. Он где-то работал там в какой-то фирме, как раз у него там карьерный рост, там, такой весь там, проблемы с самооценкой у него точно не было. Да, хотя я недавно слышал, что у него сейчас проблемы с самооценкой.
ну, Аллах сломает любого, да? Когда я ему начал говорить про Аллаха, что каждый день, когда ты вот открываешь глаза, скажи Аллаху спасибо за то, что Аллах дал тебе возможность дожить до утра. И вот своими словами попроси у него помощи, чтобы Аллах благословил, дал баракат твоему дню, чтобы Аллах пожелал, чтобы рядом с тобой были самые хорошие люди, чтобы ты сам, как Пророк, когда выходил из дома, он же говорил: о Аллах, избавь меня от дурных людей, и избавь, чтобы, то есть убереги меня, чтобы я не был плохим кому-то, то есть чтобы никто не вводил меня в заблуждение, чтобы я никого не вводил в заблуждение, да? Ну, это есть среди дуа Пророка. И вот я ему объяснял, начал говорить, он говорит: я сам. Не надо просить меня, я сам. Я говорю, братишка, я чуть постарше тебя. Но я говорю, я тебе говорю на понятном языке. Твоя гордость, твое вот это я, может быть, оно хорошо, когда ты общаешься с друзьями. Ну, человек должен быть таким, да, гордым, там, это же мужчина, я сам могу. Я говорю, перед Аллахом оставь, говорю, это. Оставь перед Аллахом, вот это я могу. Ты Аллаху должен говорить: я не могу, о Аллах. Ты всегда должен говорить: я не могу, Аллах, помоги мне. Я говорю, я могу. Я же могу, говорю. Ну, сейчас у него, конечно, все плохо. Это был разговор у нас где-то года 3 назад было. Вот неделю назад я с его родными переговорил, у него сейчас ни карьерного роста нет, ничего нет. Ну, может быть, когда-нибудь, если будет милость Аллаха, он поймет. Но поэтому вот эта гордыня мешает кому-то взывать к Аллаху. И поэтому Аллах предупреждает: те, которые возгордились ан айбадати, перед тем, возгордились взывать ко мне, саядхулуна джаханнама дахирин, они войдут в ад униженными. Вот в этом аяте Аллах назвал дуа именно поклонением. Также Аллах, когда рассказывает о своем любимом пророке Ибрахиму, алейхиссалям, он приводит нам его слова: «Ва'атазилюкум ва ма тад'уна мин дуниллахи ва ад'у рабби аса алла акуна бидуаи рабби шакия». То есть я отрекаюсь от вас и отрекаюсь от того, кому вы взываете помимо Аллаха. То есть мы знаем, что Ибрахим, он жил в том народе, которые поклонялись ложным божествам, которые продавали, сами своими руками делали эти божества, продавали, потом поклонялись им. И он говорил: я отрекаюсь от вас и от тех божеств, которым вы взываете помимо Аллаха, ва ад'у рабби, и я взываю к Господу своему. Аса алла акуна бидуаи рабби шакия, и я надеюсь, что, взывая к своему Господу, я никогда не буду несчастным. Я не буду несчастным. То есть Аллах Тааля никогда не делал его несчастным. Он, взывая к Аллаху, всегда Аллах не спосылал ему милость. «Фалямма и'тазалахум ва ма я'будуна мин дуниллахи», и когда он отрекся от них и от того, к чему они взывали к Аллаху, «вахабна лаху исхак», то есть мы одарили его Исхаком, Яакубом, «ва куллян джа'альна набия», и каждого мы сделали пророками. Сура Марьям, 48 аят. И, дорогие братья, таких аятов много. И есть аят сура Гафир, та же сура, 65 аят, где Всевышний назвал этот вид поклонения именно даже дином, религии. Пророк Всевышний сказал: «Фад'уху мухлисина лахуддин», то есть взывайте к нему, к Аллаху, будучи искренними лахуддин, то есть в его религии. Сура Гафир, 65 аят. Поэтому, альхамдулилля, вот эти аяты также указывают на то, что на самом деле место, которое положение занимает дуа, оно очень великое. И
человек, который взывает к Аллаху, в чем его ценность, в чем преимущество этого человека и в чем преимущество этого вида поклонения? В том, что он признает свою слабость перед Создателем. Это очень важно. Это суть поклонения. Это суть поклонения. Ты признаешь свою слабость перед Аллахом. Ты признаешь свою ничтожность перед своим Господом. И ты взываешь к Нему. То есть ад-дуа, ученые говорят, это идхаруль ифтикар. То есть дуа, когда ты признаешь свою нужду перед Ним. Потому что именно возгордившиеся, они не взывают к Аллаху. И они думают, что они не нуждаются в Его помощи. А тот, который взывает к Аллаху, он признает, что он ничего не может, кроме Аллаха, без Его помощи. Поэтому он признает свою нужду, ифтикар. И это есть суть поклонения. Это есть суть поклонения. И Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы взывали к Аллаху со страхом и надеждой. И Всевышний говорит, сура Аль-А'раф, преграды 55-56 аяты, Всевышний говорит: «Уд'у раббакум тадарруан ва хуфья». Взывайте к своему Господу тадарруан ва хуфья, то есть смиренно, именно смиренность, именно твоя слабость, твоя смиренность перед Аллахом. Поэтому тот, кто взывает к Аллаху, он оставил свою гордыню. Он пришел к Нему, признавая свою ничтожность, свою слабость, свою нужду в Нем. И поэтому у нас будет еще, наверное, половина лекции посвятим этому хадису, или полная лекция, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегает нас, чтобы мы не просили у Аллаха: «О Аллах, дай мне это, если ты пожелаешь». То есть такой дуа не принимается. Человек, который взывает к Аллаху и говорит: «О Аллах, если хочешь, помоги мне». Да? Это значит, у него есть другие варианты, а если не хочешь, то не помогай мне. Это слабость его имана, это слабость его таухида. То есть это значит, что если Аллах не поможет ему, у него есть кто-то другой. Да? Поэтому мы должны просить у Аллаха смиренно. У нас других вариантов нет, у нас других божеств нет. Только Аллах может нам помочь. Если Аллах лишит нас, то никто нам этого не даст. Поэтому мы взываем к Нему смиренно, вахуфья, скрыто. «Иннаху ла юхиббуль мугтадин». Воистину, Аллах не любит тех, которые приступают Его границы. «Валя туфсиду фил арды ба'да исляхиха». И не нарушайте порядок на земле, который Он установил. «Вад'уху хауфан ва тамаа». И взывайте к Нему хауфан, со страхом, ва тамаа, и надеждой. Страх и надежда. «Инна рахматаллахи карибум миналь мухсинин». Воистину, милость Аллаха близка кем? К тем, кто совершает благие дела. Суратуль А'раф, 55-56 аяты. И также Всевышний призывает нас, побуждает нас, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы просили, обращались к Нему, и Всевышний, побуждая нас, чтобы мы больше и больше взывали к Нему, Он говорит, что Он очень близок к нам. Аллах, Он близок к нам. И Всевышний говорит: «Ва ида са'аляка айбади анни». И когда мои рабы просят у тебя, спрашивают у тебя обо мне, то есть если мои рабы, то есть люди придут к тебе, к пророку, и спросят обо мне, скажи: «Фа инни кариб», я очень близок к ним. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал сподвижников, которые кричали, когда взывали к Аллаху, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вы не взываете к глухому, к далекому, вы взываете к кому? К близкому, к слышащему. Поэтому Аллах говорит: «Я инни кариб», я близок. И поэтому, когда мы взываем к Аллаху, мы говорим: «Я кариб», о тот, который близок к нам, о близкий.
Он недалек от нас, Он близкий. Уджибу да'вата да'и идha да'ан. И тот, кто взывает к Аллаху, он должен чувствовать эту близость, что Его милость, Его забота, Его сила, мощь близка к нам. И мы говорим, Аллах говорит, «Фаинни кариб», я близок. «Уджибу да'вата да'и идha да'ан». И когда взывающий взывает ко мне, я отвечу ему, я отвечаю ему. «Фастаджибу ли», и пусть они ответят мне, как «Валю минуби», пусть уверуют в меня. «Ла'аллахум яршудун», и тогда, быть может, они будут на пути истины. Сурат Аль-Бакара, 186 аят. Поэтому Аллах говорит, я близок к вам, и я отвечу вам. Я отвечу вам. То есть надежда в том, надежда на то, что Аллах ответит нам, это еще больше побуждает нас совершать дуа. Ну, об этом у нас будет целая лекция, как Аллах отвечает на наши дуа. И вот чем больше понимания Всевышнего, познания Всевышнего, чем больше сердце познает величие Аллаха, милость Аллаха, и чем ближе сердце к Аллаху, чем в нас больше веры, чем в нас больше любви к Аллаху, чем больше страха перед Аллахом, и чем больше таква, богобоязненности, тем больше и чаще раб взывает к Аллаху. Поэтому вот говорят же, хайр шузин мактарды, да, нищий говорит, себя хвалит, а я себя хочу не хвалить, а наоборот. Вот очень часто я делаю наблюдение, да, вот когда поддаешься каким-то мирским вот этим заботам, когда поддаешься, чем больше поддаешься наущениям шайтана, тем реже начинаешь взывать к Аллаху. Это проблема. И чем у тебя сильнее любовь к Аллаху, страх перед Ним, ты больше и чаще взываешь к Аллаху. Поэтому вот себя я часто наблюдаю так. Когда вот предаешься к забвению, гафилликка чесам, да, все равно ты смотришь, что ты реже начал дуа делать. И чем твое сердце чище, искренность больше, и любовь к Аллаху больше, ты чаще и чаще делаешь дуа. Поэтому больше всех, кто делал дуа? Кто взывал к Аллаху? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И пророки, алейхимуссалям. Потому что их сердца были самыми чистыми. Их сердца были самыми искренними. И они больше всех были богобоязненными. И они поэтому больше всех и чаще всех взывали к Аллаху. И, машаллах, когда мы читаем суры Корана, мы находим в этих сурах, аятах, те слова мольбы, дуа, которые использовали пророки, алейхимуссалям, мир им, пророки. И Всевышний, как пример для нас, пример для подражания, он приводит аяты, как вот эти пророки, избранные пророки, они в различных ситуациях, жизненных ситуациях, они взывали к Аллаху. Они взывали к Аллаху. И Всевышний говорит, описывая их дуа, «Иннахум кану юсариуна фил хайрат». Воистину, они спешили, соревновались друг с другом в благих делах, «Ваяд'унана». И они взывали к нам, взывали «рогабан ва рохаба», то есть пребывая в страхе и в надежде, «Вакану лана хошиин», и они были смиренными перед нами. То есть Аллах говорит, что они были смиренными перед нами. Суратуль Анбия, аят 90. И вот давайте, я постараюсь быть вкратце, потому что время истекает. Давайте приведем пример нескольких дуа пророков. Например, Ибрахим, алейхиссалям. Машаллах, в Коране столько дуа мы видим из дуа Ибрахима, алейхиссалям. Это был величайший из пророков, да? И вот один из дуа, одна из дуа, сура Ибрахим, 39, 40, 41 аяты.
Он обращался к Аллаху. Альхамдулиллахи ллади. Он говорил, хвала Аллаху, который вахабали аляль кибари Исмаиля ва Исхак, который одарил меня в старости лет. Ему уже было под 90, когда Исмаиль родился. Ему уже было под 100, когда, если я не ошибаюсь, Ибн Касир, по-моему, говорит, 86 лет было, когда Исмаиль, алейхиссалям, родился, 99 было, когда Исхак родился. Да? А потом уже дальше, после 100 у него пошло. Альхамдулиллах, как говорят, второе дыхание, милость Аллаха. Да? И вот, альхамдулиллахи ллади вахабали аляль кибари Исмаиля ва Исхак. То есть хвала Аллаху, который мне в старости лет одарил меня Исмаилем, Исхаком. Инна Rabbi ла сами'уд дуа. Воистину мой Господь непременно, несомненно слышащий дуа. Он же сколько лет, сколько десятилетий просил у Аллаха. Кого? Наследников, которые унаследовали бы от него истину. Сколько пророков Аллах дал среди его наследников, да? Машаллах, среди его потомства. Инна Rabbi ла сами'уд дуа. Воистину мой Господь несомненно слышащий дуа. Rabbi дж'альни мукима ссалати ва мин дзуррияти. О Аллах, сделай меня из числа тех, которые выстаивают молитву, намаз, и сделай так, чтобы мое потомство, мои дети, внуки и мое потомство были из числа тех, которые выстаивают дуа. То есть он не просил для них много-много богатств, золота и серебра. Он сказал: о Аллах, сделай так, чтобы я был совершающим в совершенстве намаз, и мое потомство. Дай мне тех, которые совершают намаз. Раббана ва такаббаль дуа. О наш Господь, прими нашу мольбу. Раббана. Это 40-й, и дальше 41-й. Раббана, о наш Господь, игфирли, прости меня, вали валидайя, моих родителей, валиль му'минин, и прости грехи всем верующим, яума якумуль хисаб, в тот день, когда произойдет что? Аль-хисаб, отчет, когда Аллах будет рассчитывать своих рабов. То есть прости меня, моих родителей и всех верующих. Сура Ибрахим, 39-41. Вот это дуа, машаллах. И это дуа мы с вами тоже должны использовать в жизни. Также дуа Нух алейхиссалям. Когда Нух алейхиссалям на протяжении столетий, не десятилетий, а столетий, то есть он призывал свой народ к пути истины, к таухиду. Да, сколько лет? Сколько? 950 лет. То есть он только призывал еще 950, чуть меньше 1000 лет. Да? И в итоге он уже попросил у Аллаха помощи против неверующих, да? Против тех, которые объявили против истины войну, которые сочли истину за ложь. И Аллах говорит: «Кадзабат каблахум кауму Нух». И до них сочли истину за ложь кауму Нух, то есть народ Нуха. «Факадзабу абдана ва калу маджнунун ваздуджир». То есть они назвали лжецом нашего раба, пророка Нух алейхиссалям, и сказали, что он маджнун. То есть это тот, который потерял разум, одержимый, разум потерял, да? Фадаа рабба. И в итоге Нух алейхиссалям воззвал к своему Господу и сказал: анни маглуб. Маглуб, то есть: о Аллах, я поражен. Все, у меня больше нет сил. То есть Нух алейхиссалям сломался. Он сказал: анни маглуб, то есть я побежден. Все, я не могу больше. Анни маглуб фантасир. Поэтому помоги мне. И Аллах говорит: фафатахна. Ну, потом уже мы знаем, что случилось, да? То есть потоп. Фафатахна абуаба самаи бимаим мунхамир. И Аллах говорит: и тогда мы открыли небеса, врата небес бимаин мунхамир, то есть проливающейся водой. То есть Аллах Тааля
сделал так, что соединились, как в Коране говорится, соединились между собой воды небес и воды земли. И Аллах погубил неверующих. Суратуль Камар, 9-14 аяты. Но это один из дуа. В Коране дуа Нух алейхиссалям. У него есть еще другие дуа. Аюб алейхиссалям. Аюб алейхиссалям. Мы видим в Коране дуа, когда он воззвал к Аллаху и попросил у него что? Шифа, исцеление. То есть Аллах Тааля испытал Аюба страшной болезнью. Он очень долго проявлял терпение, и в завершении он обратился к Аллаху и говорит: «Ва Аюба». Вспомните, Аллах говорит Аюба. «Иднада Рабба», когда он воззвал к своему Господу, то есть сделал дуа, «Анни массани ад-дур». О Аллах, меня коснулась ад-дур, то есть вред, меня коснулась болезнь. «Ва анта архамур рахимин». А ты милостивый из милостивых. Ты милостивый из милостивых. «Фастаджабна ля». И Аллах говорит, мы ответили ему, «Факашафна ма бихи мин дур», и мы избавили его от этого вреда, от этой болезни. «Ва атайнаху ахляху ва мithляху». Мы вернули ему его семью, и в 2 раза больше то, что у него было. «Махум рахматам мин индина», именно милостью от нас, «ва зикра лил абидин», и как напоминание всем поклоняющимся, всем рабам. Суратуль Анбия, 83-84 аяты. Вот это у нас Аюб алейхиссалям. Также мы видим в Коране мольбу, прекрасная мольба, машаллах, прекрасная, искренняя дуа, которую пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал мустаджаб, то есть несомненно принимающийся. Это дуа чья? Юнус алейхиссалям. Когда Юнус алейхиссалям по воле Аллаха оказался в чреве кита, он обратился к Аллаху. Следующими словами: «Ваданнун». Аллах говорит: и вспомните обладателя кита, рыбы, то есть Юнуса. «Идзахаба мугадибан, фазанна аллан нақдира алейхи». Когда он в положении гнева, разгневавшись, он пошел и думал, что мы не сможем, что у нас не хватит мощи на него, да? «Фанада фидзулюмат». Он возвал фидзулюмат, то есть находясь во мраках, потому что там говорится про 3 мрака. Мрак ночи, темнота ночи, мрак, следующий мрак — это был мрак моря, и третий — это мрак полости кита, чрева кита, да? И вот он возвал к нам во мраках и сказал: «Ан ла иляха илля ант», нет истинного божества, кроме тебя, «Субханак», ты пречист от всех недостатков. То есть недостаток во мне, а не в тебе. «Инни кунту миназ залимин», воистину я был из несправедливейших. «Фастаджабна ля», и Аллах говорит, мы ответили ему, «Ванаджайнаху минал гам», и мы спасли его, мы вывели его из чрева кита. «Вакадалика нунджиль муминин», и так мы спасаем, мы даем спасение верующим. Суратуль Анбия, 87-88 аяты. И вот так мы находим в Коране дуа, слова мольбы самых достойных, самых лучших из всех пророков. Поэтому чем ближе, дорогие братья, сердце к Аллаху, чем больше любовь к Аллаху, чем больше познания в сердцах, познания Аллаха, да, тем мы будем ближе к дуа. И поэтому дуа — это как своеобразный индикатор положения нашего сердца. Чем сильнее у тебя иман, чем ближе твое сердце к Аллаху, да, тем больше и чаще ты будешь взывать к Нему. Поэтому, машаллах, вот самые лучшие члены этой уммы, да, будь то сподвижники, будь то
табиины, будь то ученые. Ученые, наши величайшие ученые, они очень часто взывали к Аллаху. Даже невозможно представить некоторые, вот, например, говорят, что имам Шафи'и, да, основатель шафиитского масхаба, рахимахуллах, пусть Аллах будет доволен им, смилостивится над ним, говорят, что он, чтобы перейти дорогу, он просил у Аллаха помощи. Чтобы вот просто перейти через дорогу, он просил у Аллаха помощи. Представьте себе дорогу того времени, когда жил кто? Имам Шафи'и. Это какая была дорога? Это была проспект Кутузова в Москве, да? Нет, конечно. Это было Салимжанова здесь, да? Вот тут перебегает дорогу, да? Бисмилля там читает, наверное, дуа, да? Вот. Сегодня Бабай перебегал, там машины так прям, ну... Это была маленькая дорожка, где иногда могут пройти кони там с телегами, да? И он просил у Аллаха помощи. Поэтому это есть сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это есть положение раба, когда он должен всегда чувствовать свою нужду в Аллахе. И он всегда должен знать, какой бы времени суток не было. Вот, братья, вот эта дуа указывает на милость Аллаха. Аллах тот, который создал нас. Аллах тот, который поселил нас на этой земле. И приказал небесам и земле, чтобы они служили нам. Но Аллах знает, что мы нуждаемся в нем. И поэтому Всевышний Аллах оставил нам прекрасную возможность. Вот всегда, в любое время дня и ночи, находясь в любом положении, неважно, ты стоишь, неважно, ты сидишь, может быть, ты даже сесть не можешь, ты лежишь где-то, да? Неважно, это день, это ночь, неважно, где ты находишься, дома, на улице, где-то в пути, у себя на родине, где-то в чужбине, да? Неважно, на каком ты языке говоришь, да? У тебя всегда есть возможность обратиться без каких-либо предварительных записей. Да? Иногда просто глава крошечного поселения, он вынужден, даже я не виню их, написать на дверях часы приема. В остальное время меня не этот, да? Иногда я, в Аллахе, иногда я хочу в кабинете написать себе. Не потому, что я думаю, что я такой. Нет, дорогие братья, просто иногда работать некогда. Вот приходится все время отвлекаться. Один зашел, второй зашел, третий. И не можешь одно предложение написать, а тебе там надо хутбу там приготовить или еще что-то, да? Поэтому я во время джумга я закрываюсь, телефон отключаю. Все, меня просто нет. Иногда вот просто приходят, они же знают, что я там. Они стучатся. Я говорю, меня нет. Он такой, Хазрат, ты мне нужен. Я говорю, извините, меня нет. Сейчас 300 человек моя хутба. Это мы рабы. Вот так мы отключаем, то есть мы не можем переключаться, мы отвлекаемся, да. Но только не Аллах. Но только не Аллах. Сегодня сколько говорят? 7 миллиардов людей. Если эти 7 миллиардов людей поднимут 14 миллиардов рук, и каждый начнет говорить на своем языке, каждый начнет рассказывать про свои проблемы, тысячи языков, миллиарды проблем, Аллах услышит каждого. И то, что Аллах слышит одного, это никак не может помешать ему услышать другого. Так ведь? И Аллах знает, кто у кого какая искренность. Аллах знает, у кого какое положение. Аллах знает, а надо ли ему это дать или не надо. Аллах же сам решает, ответить на мольбу или как ответить. Про это целая лекция. Поэтому это милость Аллаха. Где бы ты ни был, в какое время суток, в каком бы положении ни был. Ты можешь поднять руки или не можешь. Ты можешь открыть язык, рот или не можешь. Ты взываешь к нему. Аллах слышит тебя. Аллах слышит тебя. И Аллах обещал, «Вахалю раббукум удгуни астаджиб лякум». И сказал ваш Господь, взывайте ко мне, астаджиб лякум, я вам отвечу. Неужели это не милость Аллаха? Вот ты, крошечное создание,
Мы же живем не во время фараона, да, когда фараон сказал Хамену: построй мне башню, я хочу взобраться туда и увидеть Господа Муса, да. Вот этот глупец, он думал, что он сейчас построит такую башню, да, и сможет увидеть Аллаха, да, то есть он не понимал, что то, что он построит, да, это же все ничтожно. Это все ничтожно даже по сравнению, там, не знаю, с тропосферой, да. Поэтому мы живем в 21 веке, мы понимаем, что мы живем, оказывается, в крошечной планете. В крошечной планете. Мы живем в крошечной галактике среди других галактик. Мы живем во Вселенной. И несмотря на это, вот это создание, которое живет где-то в какой-то галактике, в какой-то планете, в каком-то материке внутри вот этой крошечной планеты, которая находится внутри крошечной галактики, да, вот в этом материке есть, оказывается, крошечная страна, которую, да, она самая большая, может быть, в мире, да, но она очень маленькая. И во Вселенной. И мы живем в каком-то крошечном поселении, может быть, в какой-то деревушке, сидим в маленькой избушке возле нашей кроватки, и мы поднимаем вот эти ручки и говорим: о, Аллах, помоги мне. Аллах слышит это. Аллах слышит и принимает это. Это только милость Аллаха. Вот это из дуа, дорогие братья. И поэтому то, что Аллах нам дал по милости, вот не надо отказываться от этого. И не надо лишать себя этой милости. Вот это у нас первая как раз получается лекция по дуа. Иншаллах, следующая лекция это будет как раз вот просмотрим сунну, хадисы пророка, которые будут рассказывать нам о достоинствах этого поклонения. Субханак Аллахумма бихамдик. Шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.